Российские правозащитники требуют освободить трудовых мигрантов из спецприемников. Россия. Таджикистанец приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Китай использует уйгуров в качестве рабской силы. Российские правозащитники требуют освободить мигрантов из центров временного содержания в России. Об этом пишет Deutsche Welle.com. Правозащитники считают, что в центрах временного содержания мигрантов сложно организовать нужную систему защиты от коронавируса, а поэтому ожидающих выдворения следует освободить из центров временного содержания иностранных граждан ЦВСИГ. Их не могут выдворить из страны из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ. Соответствующее совместное обращение правозащитников было обнародовано 29 марта на сайте правозащитной организации «Комитет гражданского содействия». В документе говорится, что эта мера нужна для защиты жизни и здоровья людей в ЦВСИГах, где нет возможности организовать полноценную систему защиты и эффективную медицинскую помощь. Напомним, в связи с закрытием госграницы в странах Центральной Азии трудовые мигранты остались на произвол судьбы. И если часть мигрантов стали заложниками в российских ЦВСИГах, то другая часть мигрантов первые несколько дней ночевали в московских аэропортах в ожидании чартерного рейса на родину. Вот, мы аэропорту Домодедово. Там время уже час прошли. Там, ОМОНцы приехал, вот там стоит, вот там на угле. Вот. Они приехали. Всех выгонял на аэропорту Домодедово. В ночь с 30 на 31 марта около 300 мигрантов из Центральной Азии были выгнаны с территории аэропорта на улицу. Информация об этом появилась в таджикском сегменте социальных сетей. На улице вот снег, там уже очень холодно, там на улице не могут там стоять. Вот. Ребята сейчас куда едут. Вот. Второй западный окружной военный суд приговорил к 14 годам строгого режима трудового мигранта из Таджикистана Дилаваршо Шарипова за то, что он якобы собирался напасть с топором на детей 1 сентября 2017 года, пишет Радио Азади. Ранее подмосковные полицейские, участвовавшие в спецоперации по задержанию Шарипова, признались в суде о фабрикации уголовного дела, тем самым фактически разбили версию следствия, обвинив сотрудника ФСБ во лжи. Московский окружной военный суд тогда вернул дело в прокуратуру. Следственное управление ФСБ за 2 месяца передопросило свидетелей, которые кардинально поменяли свои показания, но нестыковок в деле осталось немало. Как рассказал Шарипов своему адвокату Фирузу Камолову, в ночь на 31 августа к нему в бытовку ворвались 5 или 6 человек в масках, избили его и соседа, а потом заставили записать видео с ими же написанным текстом. Халиф ислам государства, да сохранит ее Аллах, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Шарипов отказывался, его били, засовывали в рот пистолет, пытали током, присоединяя провода к пальцам ног, а когда он терял сознание, обливали кипятком. Шарипов уверяет, что видео он записал с 10 или 20 дублей, признательные показания подписал под угрозами новых пыток и по совету адвоката по назначению Олега Кропотина в присутствии переводчицы Мамуры Эгамбердиевой, которую он, по его словам, вовсе не понимал, потому что она говорила на другом диалекте таджикского. Шарипов сообщал о пытках и адвокату, и переводчице, она даже подтвердила это на суде, но в протоколах допросов это отражение не нашло. В социальных сетях в течение последних 2 недель распространился видеоролик из оккупированного Восточного Туркестана, на котором запечатлено то, как китайские власти используют уйгур и представителей молодежи других тюркских мусульманских народов в качестве рабской силы, чтобы дать толчок развитию китайской экономики после падения из-за коронавируса. Об этом пишет журнал Bitter Winter, который освещает проблемы прав человека и религиозных прав в Китае. Как пишет Идель Реалии со ссылкой на журналиста радио «Свободная Азия» Алима Сеитофа,
Зарегистрированное массовое перемещение молодых людей из провинции совпало с широко распространенной в Китае практикой закрытия населенных пунктов из-за коронавируса, когда другим китайцам было запрещено покидать свои дома. Эти видео появились в то время, когда коронавирус распространялся в Китае и по всему миру, когда большинство китайских компаний закрывалось и никто не работал. И мы видим только массовый перевод уйгурских рабочих в другие части Китая, отмечает журналист. Ранее Австралийский институт стратегической политики опубликовал доклад, в котором говорится об использовании уйгур и других мусульман из Синьцзяня в качестве рабской силы. Китайское правительство способствовало массовому переводу уйгур и представителей других этнических меньшинств из Синьцзяня в заводы по всей стране. В условиях, которые предусматривают принудительный труд, уйгуры работают на заводах, которые входят в цепочки поставок по меньшей мере 83 известных мировых брендов в области технологий, одежды и автомобильной промышленности, говорится в докладе. По данным авторов доклада, более 80 тысяч уйгур были переведены из Синьцзяня для работы на фабриках по всему Китаю в период между 2017 и 2019 годами, а некоторые из них были отправлены непосредственно из лагерей для перевоспитания мусульман. Напомним, что китайские власти вот уже на протяжении нескольких лет на глазах международного сообщества ведут политику по уничтожению уйгуров на оккупированной территории Восточного Туркестана. При этом так называемое международное сообщество не предпринимает никаких мер для предотвращения преступлений китайских властей.